Всем привет! День второй охоты. А сегодня у нас поиски тулана уйдет. Вчера я показывал, как я тропил, но не смог. У меня закончились силы, замерз, вообще жесть. Сегодня с утра уже с новыми силами дальше возьму эту тропу и дальше буду идти. Живым или мертвым надо найти все равно тулана. Как бы там ни было. Не знаю, что произошло там. Сегодня я буду все снимать, показывать, рассказывать. Приятного вам просмотра. Надеемся, что найдем собаку. Может, где-то лежит раненый или еще что-то. Но я ничего хорошего, конечно, не жду, но надеюсь на лучшее. Остановился, чтобы вот показать. Вот целина, вот смотрите, целина буранится. И следы собаки нету, чтобы он пришел обратно в село. Так что он там, где-то в лесу. Не знаю, вот так что с ним. Взял прицеп сегодня. Широкие лыжи. Подготовился капитально. Смотрите, лыжи широкие. И оделся потеплее. Штаны демисезонные. Вчера колени так замерзли у меня. Думаю, все. До костей замерз. Обувь снял. Весь портянки, весь в вине. Сегодня другие сапоги одел. Намного теплее. Носки двойные. Там все. В общем, на целый день пошел я. И чтобы я, как сказать, не мерз там. Сегодня холоднее. Где-то, я не знаю, 20, наверное, где-то 20 градусов. Ну, ощущение 25 примерно вот так. Ночью было холоднее. Сейчас утром чуть-чуть вот снежок начинается, потеплее. Так и не заправился вчера. 12 литров примерно бензина есть у меня. Думаю, хватит. Вот, ладно, давайте посмотрим, что будет, ребят. Я еду на спасение тулана или на похороны, я не знаю, что получится. Посмотрим. Хорошая тут. Ой, блядь, заваливается.
Собака сюда не выходила. Ту-ту. Та-та-та. Такие пироги, ребят. Короче, идем дальше. Вот, блин. Все, заехал. Короче, буду переодеваться. Сегодня взял карабин. Все. Охота на рябчика закончилась. Дальше уже будет охота на крупных серых бандитов. Конечно, они уже ушли и далеко, но все равно. Без разницы, какие там патроны. Здесь какие-то полуоболочки еще завалялись там. Ну, в общем, я скажу вам, без разницы, чем стрелять. Одинаково бьет нормально. Вот такие дела. Как сажа бела. Почему не берешь карабин лощ? Спрашивали. Ну, изредка беру. Такие дела, что как сажа бела. Так, предохранитель спустить надо. Вот такой карабин лощ М1. Также в чехле буду носить. Небольшой снегопад начинается. По такому сосновому лесу идут вот следы. Вчера тоже волки вот услышали мои езду на буране. Ну и они целеустремленно начали убегать от меня. От звук бурана. Вот. Не останавливаются ничего. Однотонно идут. Лапы, блять, здоровые. Длинные. И вот этот снег просто у них брюхо не тащится по снегу, ничего. Лапы достают до такого слоя, твердого слоя. Где-то земли, где-то слой такой вот плотного снега есть. И они идут и идут. А мой дурак тоже идет. В чем надеется, не знаю. Вот. Ну и вчера мне сразу же написали в телеграме, почему, говорят, Олег, на буране не догонишь их. У нас лес такой, тайга. Многие вот этот лес не считают тайгой. А я считаю, что наш лес это тайга. То же самое
в некоторых местах, где называют тайгой, в Сибири, там еще, она показывает одни кустарники. А у нас, вот смотрите, какая плотная тайга. Ну, я не знаю, почему вот так называют наш лес лесом, а не тайгой. А я тайгой называю. Потому что могучие сосны тут, деревья, елки, березы. И очень густая тайга. Вот смотрите, вот просто невозможно тут. Какой там проедешь на буране? А на двулыжном вообще разговора нет. Здесь ты на буране где-то еще проскочишь, а на двулыжных хрен там. Просто я вам прямо скажу, не проедете на двулыжном. Если уже очень сильный такой, маневренный, легкий и сильный снегоход. Ну, вот этот бомбардир или что там. А другие, не буду уже говорить про все снегоходы, другие, они на вид очень огромные, большие и не маневрированные. Они не смогут здесь проехать. Вот сейчас я немножко показал вам, как я ехал по старой дороге по целине и как меня мотало туда-сюда, там колея. И вот прикинь, я сюда заеду, чтобы догнать волка, но это нереально. Просто пробить дорогу я смогу. Скажем, вот где-то у меня вот изба там в лесу. Я проеду потихоньку, помаленьку, спокойно, не спеша с остановками. А чтобы волка догнать, волк убегая, ты догоняешь, спешишь, потеешь, бьешься об дерево там. Нет, это нереально. Их догнать реально, где открытые места, но не в тайге, в настоящем лесу, вот здесь вот, скажем. Это хорошее место. Вот подсада практически нет. Бывает, такие места попадаешь вообще. На лыжах вчера вот я реально на лыжах еле-еле прошел. Обратно уже туда не залез. Вот такие дела, ребят. Так что сегодня на широких лыжах мне комфортно идти. Вчера тоже мучился на узких. А этот вообще это фирменные лыжи изготавливают. Как же это фирма? Не помню уже. Пострякова, наверное. Если в Яндексе напишите Пострякова, лыжи Пострякова. Там реально, вот эти лыжи реально для охоты, для охотника. Это реально лыжи. Но цены заоблачные. Мне эти лыжи подарил подписчик из Москвы. Эти лыжи 40 тысяч. 40 тысяч. Это простой охотник никогда не купит, конечно. У кого бюджет там, блядь, 20 тысяч, скажем, зарплата. Если взять заработок в селе, в нашем селе, ну, в основном пенсионеры, да, пенсионеры, и у них бюджет 20 тысяч. А просто вот кто работает, ну, максимум нам 50 тысяч может быть, есть или нет. Вот так. Ну ладно, сходим, погуляем. Может, что-то и будет. Пока однотонно идут, не разворачиваются, чтобы не останавливаются, чтобы вот там. Лоси как? Вот ты, если тропишь, лоси останавливаются. В туалет сходят там, насрут тебя и насут, и снег так хапнут там, скушают там. Время от времени останавливаются, прислушиваются. А у этих я не вижу. Они, наверное, слышат хорошо или хрен пойми. Ну, иду болтаю. Не буду же я не мой фильм вам снимать, ребят.
Кому не нравится, просто отписывайтесь, уходите и не пишите мне, что там много болтовни или еще. Я ее фильмы снимать не стану. Реальность показываю, как есть, как все проходит. Вспотело хорошо. Вот так, опять зашли они, блин, в такую чащу непроходимую. Им-то идти под ветками, тук-тук-тук. А мне придется обходить туда-сюда, туда-сюда. Вот такие дела, ребят. Ну, вон туда куда-то идут. Тишина какая-то, штиль. Небольшой снежок такой. Вон моя лыжня, тык-тык-тык, идет. А этот след я смотрю. Вот. Они взяли и развернулись. Я там прошел, там только заячьи следы. Вот сюда пошли, блядь. Короче, маршрут поменяли. О как. Вон там уже заячьи следы. Я смотрю, что-то не то. Так. Вот так и запутаю, блядь. Ладно. Распутаем. Ну вот, ребят, какая-то движуха началась. Тут началась какая-то движуха. Один, второй. Вот это да, тут уже они что-то в разные стороны начали бегать. Так. Знакомятся с Туланом. Так, раз, два след. Трое тут их. С Туланом я имею в виду. Так. Так. Ладно, блин, дальше идет. Ничего не произошло пока. Все нормально. Что-то расходились и снова собрались и дальше в путь. Сырое место, я смотрю. Вот туда пошли. На открытом месте не глубже. Иду дальше вообще. Вот следы, ребят. Там что-то непонятное. Крови нету, но кто что копал. Белка, может. А следы вон туда идут. Так, пока все нормально. Пока все нормально. Это не наши. Копались там. Наши вон туда идут. Прут. Я не знаю. Вроде вот там зарево такое вот. Восход. Они строго на восход шли. Сейчас они что-то ломанулись направо. На юг. Ух. Вообще путь. Вообще капец, одним словом. Стена леса. Ельник. Обходишь как так зигзагами ходишь.
Вон вижу, там туда следы ушли. Придется вон там пройти. Идут и идут. Вообще не ложатся, отдыхать, ничего там. Прут как могут. Местами зайчьи следы вижу. Лисы, на куниц вообще нету. Так, старый волок, старая вырубка, вот поэтому и тут вообще идти жопа. Ну. След не потерять, самое главное. Прошел 2 километра. Вот трек. Вот как он выглядит. Ровно 2 километра расстояние прошел. Вот так идут, идут. Потом, смотрите, в сторону юга поворот. Потом опять на восток пошли. И снова на юг. Вон туда идут пруд. Совсем меняют курс. Я думал, пойдут на восток. А они потихоньку, помаленьку направляются если так посмотреть, они направляются обратно в сторону нашего села. До села, конечно, еще далеко. И сегодня я распутать это, если таким темпом будут идти, я не смогу распутать. Капец, ну. Здесь такой молодой сосняк, хорошее место. Но интересно тропить, интересно. Посмотрим, чем это закончится, конечно. Не знаю. И тоже здесь зарядка так себе. Надо аккумулятор поменять. Началось полная неразбериха, ребят. Кто куда, в общем, чешет, кто там след, вон туда идет, и назад вон куда-то туда. В общем, начали след как-то путать. Я уже запутался, честное слово. Надо разбираться тут. Вроде туда ушли. Сперва надо схожу туда, там он за теми елками какая-то. Вот здесь вообще они шли по какое-то вот сырое место на ручей какой-то небольшой. И вот началась канитель какая-то, блядь. Вообще не понимаю. Как лоси начали путать все. Лоси так идут, так стая идет, потом они на кормовую базу расходятся и все. Не понимаешь. А тут они так же. Но здесь они не кормятся, ничего. Ладно, буду разбираться вообще. Но это не факт, но оно все-таки вон сюда они ушли. Ну, матерые, блин. Немножко уже припорошило даже снегом. Точно до миллиметров надо понять, что и как. Тут даже они отмечали. Так. Ладно, ребят. Здесь Лёшка. Один лежал. Тут уже Лёшка, да. И вон туда еще след. Я и говорю, блядь, не поймешь. И туда идет след. Так. Ну это след сюда идет. Явно вон как снег сюда раскидано. Может там он круговой сюда пришел и туда куда-то ушли. Так, и туда идет, и сюда идет. Так, ладно, сейчас, ребят, я развернусь и там проверю это след. Если сюда придет, значит они туда ушли. Но тут Лёшка. Они лежали. Но кушать еще не хотят. Тулан целый.
Ничего себе, блядь. Так, ладно. Ищем дальше. За 2 дня первый след куницы. Вот, пожалуйста, это куница прошла. Я по ельнику иду. Капец, ребят. Это что-то с чем-то, блядь, действительно. В рассыпную начали ходить туда-сюда, туда-сюда вообще. Где-то в кучу соберутся, потом опять в разнобой идут. Не знаешь, где они. Вон оттуда иду, и здесь вон сколько следов. Или для ночлега место ищут так. Ну и следы зайцев тоже тут есть. Может, я так думаю, что и зайцы тоже принюхиваются к этим следам. Но становится очень тяжело распутать. Стараюсь как бы краем идти. Вон там вроде след. Краем идти, чтобы не в середину зайти, а с краю. Чтобы в кольце они всегда были. Эти следы. Вот они, вот. Видите? Везде кругом. Вон туда пошли. Вон и там тоже следы. Явно вот здесь они идут, вон туда. Но и тоже присматриваюсь, чтобы все проверить. Каждый метр, в случае что там с туланом, чтобы его увидеть. Сюда заходили. Туда пошел. Короче, здесь они уже спокойно идут. Принюхиваются там. Что-то интересное ищут там. Если заяц упадет, то зайца задавят. А не так, что вот, скажем, прямо линейно, однотонно в одном направлении, когда за ним вот гонишься, за любым зверем. Все, они переход делают и чешут в одном направлении. А здесь они спокойно начали себя вести. Вот куница, следы тоже есть. О, блядь. Ельника наконец-то один след увидел. Ладно, идем дальше. Вот так вот время от времени включаюсь. Сам смотрите, какое место. Место для лосей, во-первых. Во-вторых, ужасно для ходьбы на лыжах. И этот снег, если одну ночь там снег завалит, под следы это все. Быстро там будешь терять. Просто ты не поймешь, в каком направлении идут. Сейчас-то они идут еще, я вижу, снег откидывают, из-под лап летит. В том направлении надо идти. А снегом припорошь, это уже непонятно становится. Ну, проверяешь там следы. Это уже как бы мелкие следы. Это лосиные следы хорошо проверять, а эти вон, и туда и еще дым мы уже пошли, блядь. Зигзагами ходят, блядь. Нашли место тоже здесь. Ладно, иду.